Управлять рисками, можно сказать, профессия Вячеслава Лаврова. Его и пригласили сюда в 2016-м фактически в качестве кризис-менеджера. Тогда мебельная фабрика с историей, в прошлом году она отметила свое 25-летие, переживала не лучшие времена. Вячеславу удалось главное – организовать внутренние процессы так, чтобы производство работало, продукция находила покупателя, а учредители получали прибыль. Но грянул первый звоночек в виде пандемии, обвалился спрос, взлетели цены на ткани и комплектующие, владельцы бизнеса приняли решение в мае его приостановить. Себестоимость повысилась в материалах процентов на 15, а если еще добавить ткань, то процентов на 30 себестоимости. И даже несмотря на эти издержки, решение остановить производство не связано напрямую с санкциями, говорит Вячеслав. Скорее, оно принято исходя из того, что у компании элементарно нет необходимого финансового запаса прочности и риском неопределенности на ближайшие год-два. В сложившихся условиях спасти могли бы экстраординарные меры поддержки от государства, но их нет. Поставщики комплектующих и сырья сами в непростой ситуации, ждать от них помощи не приходится. Логистика поставок вообще сейчас слабое место для многих бизнесов со сложным производственным процессом. Китай, Турция, как альтернативы поставок из Европы, стали дороже. Есть то, что производят в России, тот же поролон. Более того, его делают под Казанью. Однако удивительное дело, весь прошлый год этот ценный продукт для казанской мебельной фабрики был недоступен, не сошлись по цене. Даже мы до конца не знаем. 2 года назад мы начали узнавать, что там ЛДСП у нас, оказывается, то, что изготавливается, что там используются экспортные какие-то составные части, да, какие-то химикаты. То есть действительно нужно скрывать эту проблему, потому что... При этом проблема гораздо глубже, сложнее, чем просто отсутствие информации о поставщиках и производителях республики. Наверное, и это тоже есть, но своеобразный сайт знакомств для бизнеса в Татарстане давно создан в виде такого агрегатора, как Республиканский маркетинговый центр. 100 номенклатурных позиций, которые закупал Татарстан. Самый очевидный выход – нужно наложить одну таблицу с импортом на другую, где указаны отечественные производители. Там, где образовались выпадающие позиции, срочно наладить новое производство. К сожалению, на практике так легко и просто не работает. Мы уже приводили пример с поролоном. А как быть, если цена на порошковую краску для холодильников из соседней республики существенно выше такой же, произведенной в Финляндии? Отмечу, что все это конкретные случаи. Очевидно, что на первоначальном этапе не обойтись без так называемого ручного управления, когда директивы отдельным компаниям будут исходить от руководителей страны и глав регионов. В Татарстане наверняка настоятельно порекомендует некоторым главам районов быть более инициативными. Яков Геллер приводит пример. На одном из совещаний выяснилось, что из 6 присутствующих районов и городов только 2 Нижнекамской и Челны опубликовали свои позиции в РМЦ. А другие 4 района, не буду называть, 0-0. Потребность 0, предложение 0. Ну вы хоть предложите что-нибудь импортозамещающее, навоз гранулированный. Не смейтесь, мы куриный навоз из Польши покупаем, гранулированный куриный помет. То есть это морозильник минус 86 градусов. То есть на самом деле в мире буквально там 5 компаний, которые подобные холодильники делают. Самый невероятный прорыв за последние 20 лет. Если бы такой рейтинг среди машиностроительных предприятий России был, можете не сомневаться, Зеленодольский Позис легко вошел бы в 5, а может быть и 3 лучших компаний. Судите сами. Тогда в конце 90-х предприятие с богатой историей, но сложной судьбой, можно сказать, было на грани банкротства. Сегодня АО «Позис» – одно из самых динамично развивающихся предприятий холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех». В 2000-м ассортимент выпускаемой холодильной продукции 2 модели, сегодня более 160 и свыше 700 модификаций. Заместитель генерального директора по стратегическому маркетингу Булат Хасанов демонстрирует самые яркие и вкусные новинки. Холодильник для зелени, для хранения сыров, сигарный и даже специальный холодильник для меховых изделий. Важно, все модели разработаны собственным центром разработки и дизайна. Люди улыбались, зачем нужно там для меха и так далее. Вот пообщавшись с профессионалами, с технологами, которые действительно нам подсказали особенности хранения меха, мы рынку предложили этот продукт. И ежегодно порядка 150 единиц холодильников для меховых изделий мы по России и в том числе на экспорт продаем. В России есть спрос на продукцию. После ухода части зарубежных компаний внутренний рынок становится еще более интересным для отечественных производителей. Позис сохраняет конкурентоспособность, несмотря на рост цен на металлы. А металлурги? Они ничего не изменили. Что произошло? Они 1,5-2 с лишним раза по некоторым металлам
прошлом году какое-то чудо произошло. Ну, нельзя же без конца поднять цены. Мы хотим, чтобы нас, машиностроение, высокие технологии, не только слушали, но и слышали. В машиностроении нет высокой рентабельности, и экономику предприятия приходится выстраивать исходя из текущих реалий, тщательно учитывать все издержки. Спасает и то, что Ради Хасанов называет работой с кадрами. Применение лучших мировых практик и хорошая диверсификация производства. Ее не так легко добиться, но она реально выручает. Скажем, в период пандемии, когда заказы на холодильники резко упали, вырос спрос на медицинскую технику. Стабильная работа предприятий – важный фактор для благополучия такого города, как Зеленодольск. А Позис – это не только 4500 работников, которые трудятся на самом заводе. Эту цифру можно смело умножать на 3 вместе с членами семей, и плюс еще несколько тысяч, если прибавить к ним работников малых компаний, которые сегодня активно сотрудничают с производственным объединением. Делаем, значит, начиная вот от такой детали мелкой, значит, всевозможные патрубки, трубочки и прочее, да, кончая, значит, вот такими деталями, значит, это видовые части, значит. Всего более 100 наименований продукции, 62 сотрудника и более 500 миллионов рублей выручки по итогам прошлого года. Эта малая компания выросла и качественно, и количественно, вместе со своим генеральным партнером. Начинали с 2 термопласт-автоматов в 2005-м, сегодня такого оборудования ровно в 10 раз больше. Компания Crystal Hold еще одна из более десятка высокотехнологичных компаний в Зеленодольске, которая стала поставщиком для Позис. Начинали с пару наименований электрожгутовой продукции, сегодня 15 различных изделий от традиционных жгутов, светильников, электромагнитных выключателей до светополок и реле температуры. Мы должны все делать сами у себя. Это надо стараться, надо работать, все возможно. Ну и к вопросу об импортозамещении, а вернее к вопросу о создании собственного технологического уклада. Вот видите вот эту линию по изготовлению боковой панели холодильника. Она полностью производство компании Позис, инжинирингового центра машиностроения компании Позис. И что самое удивительное, по функционалу она не уступает европейским аналогам, а по стоимости в 2 раза дешевле. Производили, жили, умели. Значит, надо научиться вновь, восстановить это все умение. Тимур Бекмурзин, Андрей Ключников и Роман Безменов. 7 дней.